Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшик Шара. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях дня. Новый вариант коронавируса. Что мы знаем о штамме омикрон? Актуальный репортаж. Модернизация и реконструкция. Министр экономики Кристина Озган и замминистра энергетики РФ Евгений Горобчак обсудили ключевые вопросы сотрудничества энергетической отрасли. Помощь туристам. Правительство Абхазии выплатило 2 миллиона рублей пострадавшим во время инцидента в Пицунском кафе летом прошлого года. Премьер-министр Александр Анкваб в ходе рабочей встречи с мэром столицы Бесланом Эшба обсудил итоги заседания городского координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции. Беслан Эшба сообщил, что в соответствии с приказом Министерства здравоохранения установлен новый порядок тестирования на заболеваемость коронавирусной инфекцией. Каждый заборный пункт будет обеспечен экспресс-тестами на определение антигена. Мазки на ПЦР-диагностику станут брать исключительно с лиц явной симптоматикой ОРВИ и у беременных, у пациентов старше 50 лет, у пациентов с высокой температурой в течение нескольких дней, независимо от их возраста. Глава столицы доложил об издании управлением здравоохранения Сухума приказа об ограничении доступа соматических больных в поликлиники города. Вместе с тем Беслан Эшба обратил внимание на необходимость дифференцированного подхода к этому вопросу, так как нельзя прекращать лечение больных хроническими заболеваниями и в случаях экстренных обращений. Премьер-министр Александр Анкваб поручил руководству столицы продолжить тщательный мониторинг эпидемиологической ситуации в городе для принятия оперативных мер. Все новое вызывает вопросы и тревогу. И если о коронавирусе люди уже имеют общее представление, то его новый вариант окружен неопределенностью. Штамм под названием омикрон сейчас на слуху у всех. Полной информации о нем пока нет. Ученые его еще изучают. О том, что известно о новом штамме на сегодняшний день, расскажет Эсма Голанзе. Омикрон – новый вариант коронавирусной инфекции, которая с нами уже 2 года. Штамм впервые возник в Южной Африке в ноябре 2021 года. И уже в начале декабря там наблюдался рост заболеваемости. Омикрон распространяется быстро, он заразнее дельты, но у большинства переносится, как показывает статистика, легче. Инкубационный период у омикрона короче, чем у дельта. Значит, если дельта 5-7 дней, то омикрон, здесь тоже противоречиво немножко. Одни ученые говорят от 3 до 5 дней, а это все зависит от иммунитета, от возраста и от количества вирусной нагрузки. Будем так считать, некоторые могут заразиться от 1 до 3 дней, другие от 3 до 5. Клинические симптомы омикрона практически не отличаются от симптомов других штаммов. Соответственно, таким же остается и лечение. Терапевтические протоколы, применяемые к предшественникам нового штамма, используются и при омикроне. Даже несмотря на более легкую форму течения заболевания, вызванного штаммом омикрон, при этом должны соблюдаться все правила, которые были соблюдены при других штаммах. То есть, прежде всего, это профилактика тромбоэмболических осложнений. Клинические симптомы, вызванные штаммом омикрон, практически, еще раз говорю, не отличаются от симптомов при других штаммах, но можно предположить, что все-таки это омикрон тем, что более легкое течение. То есть, гипертермия держится всего максимум 1-2 дня. И ломота в теле не такая выраженная, как при других штаммах. И поражение идет верхних дыхательных путей, то есть это трахея и чаще всего там ларингиты, фарингиты, в отличие от других штаммов, особенно дельта, который поражает нижние дыхательные пути. Актуальной остается и вакцинация. Президент Российской Федерации Владимир Путин указал на высокую эффективность спутника ВИ против омикрона. Я разговаривал с руководителем института имени Гамалея. Они провели исследования, и спутник ВИ точно нейтрализует новый штамм омикрон. Есть исследования, которые доказывают достаточно высокую эффективность вакцины против тяжелого течения заболевания. Что вакцинация на 100% не защищает от заражения любыми штаммами коронавирусной инфекции. Однако коронавирусная инфекция у пациентов привитых протекает намного легче и без тяжелых осложнений, чем у пациентов, которые не были вакцинированы. Ученые продолжают исследования омикрон-штамма. Прошло мало времени, чтобы понять, каким будет постковидный синдром у переболевших омикроном и будет ли он вообще.
Длительность заболевания, вызванная штаммом омикрон, гораздо короче, чем длительность заболевания, вызванная другими штаммами. Однако все равно этот вопрос пока остается открытым и недостаточно изучен. Поэтому безопаснее было бы для нашего населения соблюдать те протоколы, которые мы использовали раньше. То есть минимальный срок изоляции – это 14 дней, а максимальный – 21 день. Основная профилактика заболевания коронавирусной инфекцией и защита – это на первом месте это вакцинация, и на втором это масочный режим. Медики вновь и вновь напоминают, что при первых симптомах ОРВИ необходимо обращаться к врачу. Самолечением заниматься нельзя. В ожидании назначения пациентам доступны традиционные методы – обильное питье, прием витаминов и обязательная изоляция. У меня большая просьба нашим уважаемым пациентам не заниматься самолечением антибиотиками, потому что в первый же день начинается: я делаю цефтриаксон, я пью антибиотики. Пускай, пожалуйста, они запомнят, что вирусы, антибиотики на вирусы не действуют. И когда им, если идет какое-то осложнение, то потом уже лечить, когда человек принимает антибиотики сам, потом врачам очень тяжело. Меры профилактики сегодня не только не теряют своего значения, но становятся как никогда актуальными. Ведь омикрон – более заразный вариант коронавируса. Эсма Гуланзе, Абхазское телевидение. В Гудаутском районе прошло совещание с участием глав всех сельских администраций района. Главный санитарный врач Гудаутского района Инга Чанба оценила ситуацию с распространением коронавируса как крайне сложную. Стремительно растет число заболевших коронавирусом, отмечается существенный рост заболеваемости среди медработников. Инга Чанба призвала жителей района максимально ограничить пребывание в общественных местах. Заместитель главы администрации Гудаутского района Валерий Авицба подчеркнул, что жителям района необходимо быть максимально осторожными, носить медицинские маски и соблюдать санитарный режим. На встрече также отмечалось, что самый лучший способ предотвращения распространения коронавируса – это вакцинация. Заместитель главы района Валерий Авицба поручил главам сел проводить необходимую информационно-разъяснительную работу с населением о проведении профилактических прививок от COVID-19. На совещании обсуждались и другие актуальные вопросы, такие как собираемость оплаты за потребление электроэнергии. Валерий Авицба подчеркнул, что необходимо продолжать работу с неплательщиками и приложить все усилия для увеличения собираемости платежей в селах. Школы Сухумского района закрываются на карантин со 2 до 7 февраля в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки и увеличением количества заболевших коронавирусной инфекцией среди преподавателей. Глава администрации Сухумского района Алхаз Читанава подписал распоряжение о закрытии на карантин средних общеобразовательных учреждений администрации Сухумского района. В Москве состоялась встреча вице-премьера, министра экономики Кристины Озган с заместителем министра энергетики Российской Федерации Евгением Грабчаком. Как сообщает пресс-служба Минэкономики Республики, в ходе встречи стороны обсудили ключевые вопросы сотрудничества в энергетической отрасли, такие как поставки электроэнергии из России, программа установки индивидуальных приборов, коммерческого учета потребляемой электроэнергии в Сухуми в 2022 году, программу модернизации существующей энергетической инфраструктуры, предусматривающую реконструкцию объектов, находящихся в аварийном состоянии и требующих безотлагательного вмешательства. К другим новостям. В одной из квартир в доме по улице Шотландская произошел пожар. В 14 часов 56 минут на место происшествия выехали сотрудники 2 пожарных и 1 спасательного отделения ФСО города Сухум. По сообщению пресс-службы МЧС, пожарные эвакуировали из горящей квартиры пожилого больного человека 41-го года рождения, который был доставлен в республиканскую больницу. Пожар локализован и ликвидирован. Правительство Абхазии выплатило 2 миллиона рублей туристам, пострадавшим во время инцидента в Пицунском кафе на территории пансионата «Самшитовая роща» летом прошлого года. Глава Ростуризма Зарина Дагузова поблагодарила министра туризма Абхазии за оказанную помощь. В ходе встречи Хишба и Дагузовой в ноябре 2021 года в Москве обсуждались вопросы безопасности российских туристов. Тогда Дагузова попросила главу Минтуризма Абхазии о содействии в оказании помощи пострадавшим. Теймураз Хишба заверил, что ситуация с российскими туристами находится под личным контролем руководства Республики Абхазия и что им будет оказана необходимая финансовая помощь.
1 февраля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 5 инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты. Какалия Астамур Валерьевич по избирательному округу номер 8. Будба Мадина Налиевна по избирательному округу номер 21. Чачхалия Елена Зауровна по избирательному округу номер 26. Ладария Руслан Михайлович по избирательному округу номер 20. Асабу Аляс Борисович по избирательному округу номер 4. Всего с 21 января по 1 февраля зарегистрировано 106 инициативных групп и 5 политических партий. Больше всего инициативных групп зарегистрировано по избирательному округу номер 7 в Сухуме, 9 инициативных групп. В 3 округах номер 5, 10 и 29 пока что выдвинуты инициативными группами по одному кандидату в депутаты. Среди выдвигаемых кандидатур 16 депутатов действующего парламента 6-го созыва. Право выдвижения кандидатов в депутаты парламента принадлежит политическим партиям, зарегистрированным в Минюсте Республики Абхазия не позднее, чем за 5 месяцев до истечения срока полномочий действующего состава парламента и группам избирателей. Абхазские спортсмены успешно выступили в открытом турнире по боксу, посвященном ветеранам бокса России. С 26 по 30 января в Ессентуках проходил открытый турнир по боксу, посвященный ветеранам бокса России. В турнире участвовали до 400 мастеров кожаной перчатки из разных регионов России. Воспитанники Бзыбской школы бокса завоевали 3 золотые и 1 серебряную медали. Дамир Хетца, Алмаз Ажиба и Аляс Ажиба заняли первые места. Андрей Иабидзе стал 2-м. Тренируют спортсменов Михаил Манукян и Геннадий Оксанич. Спортсмену из Абхазии Демьяну Липсая присвоен спортивный разряд кандидат в мастера спорта России по каратэ-кикусинкай. Об этом сообщается на сайте Госкомспорта. Норматив кандидата в мастера спорта он выполнил на чемпионате Южного федерального округа по каратэ-кикусинкай, который прошел 4-5 декабря в Волгограде. По итогам чемпионата, заняв 1-е место, абхазский спортсмен прошел отбор на чемпионат России и попал в сборную Волгограда, в составе которой будет участвовать в турнире. Абхазсвязь информирует, что в связи с поломкой надкварчалской телевышки передатчика, вещавшим на 6-метровом канале, телезрители могут смотреть канал абхазского телевидения на 23-дециметровом канале. Если его нет в списке каналов вашего телевизора, следует заново провести поиск каналов. По сообщению МУП «Водоканал», часть Сухума, а именно улица Эшба, старый поселок, Колос, район вокзала, улица Адыгейская, верхняя часть Виема, центр города, район рынка останутся без подачи питьевой воды с 0 часов до 18 часов в среду, 2 февраля. Отключение связано с проведением ремонтных работ на пересечении улиц Воронова, Арзенба и Сахарова-Гулья. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, 2 февраля на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 3,8, днем 9-14 градусов. Температура морской воды 9 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.